Я понимаю, что этот отчет, он весь полностью целиком хрень. Это бред, это абсурд, это неприменимо к физическому лицу. Расскажи, что такое отчет Минюста и как он выглядит? Это такой 44-страничный документ, в котором все иностранные агенты должны указывать, какую они осуществляли деятельность в конкретном квартале, цели этой деятельности, указать все свои расходы и источник получения денежных средств, которые были расходованы в этом квартале. Но этот отчет заполнить правильно невозможно, потому что он не применим к физическому лицу, никакого образца заполнения не существует, и никаких правил нигде не описано. А насколько сложно заполнять этот отчет и сколько на это уходит времени? Человеку, который в первый раз заполняет этот отчет, это очень трудно, потому что, чтобы понять его логику, нужно сойти с ума маленечко. То есть стать чиновником Минюста. Я заполняла свой отчет первый раз, это был мой первый отчет, я потратила на это целый день. Первый раз это мне заняло дня 3, потому что нужно постоянно советоваться с юристами, слава богу, они помогают. Образцов нет, 3 ошибки, тюрьма. Я сейчас вижу чат, где собраны все иностранные агенты, и там идет спор всех со всеми. То есть есть лагерь, которые ведут себя как журналисты, Марапова, Савицкая, не знаю. Они вносят каждый чек в этот отчет, у них огромные эти отчеты, то есть они думают, что вот так нужно это прокатит. На самом деле, как правильно, не знает никто, кроме Минюста. Минюст, если знает, то не колется. Другой лагерь – это, условно, я, Важенков, Гурман и прочие бунтари, которые говорят, мы не будем этой фигней страдать, вы все равно найдете там ошибки, если захотите, поэтому мы просто в каждое поле этого отчета пишем статья 51 Конституции Российской Федерации, каждый человек не обязан свидетельствовать против себя и своих близких. Расскажи, какой твой самый нелюбимый пункт в этом отчете? Что тебя бесит? Меня бесит пункт, страница, точнее, виды деятельности, которую я осуществляла в этом квартале, потому что я реально написала в этом пункте, виды деятельности. Жизнедеятельность физического лица Ветошкиной Валерии Валерьевны, адвокатская деятельность, профессиональная подготовка, изучение иностранных языков. Я не могу переводить деньги просто людям И поэтому, когда друзья просят меня купить им, так сказать, чашку чая, а мы тебе переведем, мне приходится рассказывать эту историю, что, друзья, мне там через 2 месяца заполнить отчет, и ваш перевод я не смогу указать, и меня там оштрафуют на 10 тысяч. И, и весь вечер скатывается, в обсуждение закона об иноагентах, репрессий в России и так далее. Поэтому, наверное, я всем рассказываю, что, извините, ваши деньги я принять не могу. А всем, кому должен, всем прощаю. Каким бы одним словом ты назвала этот отчет или то, что ты должна его заполнять? В одной фразе, в одном слове. Бесполезность. Потому что я не представляю, зачем Минюсту знать, что я в этом квартале, не знаю, заказала своей матери цветы на День матери, и что я платила 2 раза подписку на облачное хранилище. Говоря одним словом, это жуткий. Говоря цензурно и несколькими словами, это сделано для того, чтобы человека просто доконать, вывести из себя, из равновесия, заставить тратить время на заполнение этого всего.